прошел Всемирный фестиваль молодежи. На территории образовательного центра «Сириус» прошло около 800 мероприятий для 20 тысяч иностранных и российских молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, добровольчества и спорта. Сегодня у нас в гостях Амурхан Кусов, Айна Гагиева и Анна Халиева. Я рада приветствовать сегодня вас в нашей студии. Думаю, эмоций много. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Как все-таки вы смогли попасть на фестиваль? Я знаю, что в 3 этапа проходил отбор. Как вы попали? Амурхан, наверное, начнем с вас. Всем добрый день. Хочется отметить, что попасть на фестиваль – это была непростая миссия. Был такой серьезный отборочный тур. Их было целых 3. Это и эссе ты должен был написать, и видео представление, открытка. Потом серьезный этап проверки каждого участника. Многие не прошли. И так получилось, что я попал. Это мой 2-й фестиваль, чему я очень рад. Слежу за фестивалями и за всей этой историей. Окунулся в атмосферу еще до участия в 1-м даже фестивале в 2017 году. Мне эта тема очень интересна, потому что философия этого фестиваля, она очень глубоко ушла в историю. Мы с вами прекрасно понимаем, что после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в целом, вот этот фестиваль, он пришел в наш мир молодежи, и давно увлекаюсь историей этой, и хотел бы в начале прям нашего интервью подарить вам значок. В 1985 году проходил Всемирный фестиваль молодежи в Москве. Это очень дорогой значок, очень такой крутой для вашей компании. Поздравляю вас с прошедшим юбилеем и огромное вам спасибо за все. Спасибо большое за подарок. Я обязательно передам в наш музей. У нас есть такой некий музей. Я думаю, он достойное место займет в музее. Спасибо. Анечка, я знаю, что вы приехали с определенными эмоциями. Вы прекрасно танцуете. Одна из самых активных. Расскажите. Прекрасными. Хочу обратно. Это было нечто прекрасное и незабываемое для меня. Я в 2017 году тоже участвовала в фестивале, но тогда я в основном на выставке, на нашей экспозиции работала. Я представляла нашу республику в национальном костюме от Изольды Гугичаевой. Со мной перефоткался весь мир, мне очень нравилось, но я активности не посещала, потому что у меня не было времени. В этом году я еще Амурхану говорила на обратном пути, я говорю: Амурхан, ты знаешь, что я благодаря тебе попала на этот фестиваль? И он говорит: в смысле как? Он скинул заявку, заполняйте заявку в группе «Быть добру» на фестиваль ВФМ 2024. Я сразу же, не откладывая, заполнила заявку. И говорю: Амурхан, спасибо тебе, что я узнала от тебя про этот фестиваль. Спасибо Богу. Да, конечно, для меня это, во-первых, большая честь, что я представляю республику на таком фестивале масштабном, и что учу танцевать весь мир. Я только потом это поняла, я проводила мастер-класс для людей с разных континентов, даже можно сказать так. Я провела, там для меня это повседневно, ЩИМТ, мы часто проводим мастер-классы, а на следующий день я просыпаюсь, я Айне Амурхану говорю: я только сейчас поняла, что я провела мастер-класс международного уровня. Для меня это впервые, это очень круто, какие-то такие эмоции, что я популяризирую осетинскую культуру по всему миру. Для меня это большая честь и гордость. Хочу сказать, Айна за вами тоже следила. Особенно мне приятно было, что видела вас в национальных наших платьях. Вы сегодня у нас в студии. Расскажите, пожалуйста, с какими эмоциями вернулись вы в республику? Находиться на фестивале в таком насыщенном месте, где много энергетики, где много добра, где много людей, где люди любят друг друга, это огромная честь и огромная радость. Лично была для меня. Я сегодня в наряде от нашего модельера остинского Зарины Ватаевой, и туда на фестивале я тоже повезла несколько нарядов. Я вам хочу сказать, что люди просто приходили в дикий восторг, видя наши национальные орнаменты, наши национальные детали.
У меня очень много людей просили сфотографироваться со мной, хотели эти же платья наши. Наша культура настолько яркая, настолько самобытная. Я для себя поставила задачу там именно быть лицом Осетии, нести Осетию в массы. Очень много приветов мы собрали из разных регионов, из разных уголков мира. Каждый пытался хотя бы немного Осетии забрать себе. Кому-то мы давали Панаму, кому-то мы давали флаг. Даже, например, тот же самый наш друг Тайга из Японии. Мы с ним познакомились на фестивале. Парень, молодой человек, живет в Токио, никогда не был в России. Это его первый Но он визит. особо полюбился жителям нашей республики в соцсетях. Такое количество комментариев восторженных. Как раз таки это мы из его опубликовали. Видео с ним уже набрало 1000 просмотров, оно абсолютно у всех популярное, потому что он чувствует нашу культуру, он чувствует наше сердце. И даже в небольшом интервью, которое мы с ним записали, он об этом и говорил, что кавказские народные танцы, когда танцует сердце и танцует душа, и он показал нам, как он по видео в Ютубе, он прям досконально, даже интонации произнесения имени Нодара Плиева, он с точностью скопировал его манеру танцевать. Он просто точно его Копия. копия, да, настолько это было душевно и сердечно. И в такие моменты еще больше любишь родину, еще больше любишь Осетию. И хочется, чтобы весь мир знал, какие здесь прекрасные люди, какая у нас культура и насколько глубоко ее история и какие глубокие смыслы в ней. А расскажите, пожалуйста, насколько я знаю, программа фестиваля была очень насыщенная. Что вам особо запомнилось, Амурхан? Ну, для меня и для всех нас фестиваль был, правда, Поцелуй насыщенный. Правда, был насыщенный. И хочется сказать, что для нас это вот цель выложиться на все 100%. Мы Мне выложились... почему-то кажется, что Да. вам это удалось. Мы выложились на 100-500. 200-300%. И вы знаете, вот Осетия хоть и маленькая республика, и нас не так уж много, если сравнивать с государствами, которые там были, но было ощущение, что главными организаторами и больше всего на фестивале были представители Северной Осетии. Ну, наша делегация была самая активная, мне кажется, на фестивале. Даже когда была встреча с Владимиром Владимировичем, мы везде повесили наш флаг остинский. Везде, на всех мероприятиях ходили в триколоре. Один только щим наш, чего стоит, когда на главной площади мира мы станцевали массовый щим. Вот вам остинский флаг. Да, этот флаг прошел кругосветное путешествие. Мы записывали разные приветы от разных ребят с разных делегаций. И он был у всех в руках. Мы его не подарили никому, мы его сохранили в память об этом мероприятии, потому что в нем есть энергия, в нем есть любовь. Весь в нем мир есть его чувства. трогал. Да, весь мир его трогал. Я думаю, что даже те, кто не приехали в Осетию, но смогли прикоснуться к ней. И по поводу встреч. Нужно отметить, что попасть на мероприятие, например, с Бураком, да, Бурак Осчевит, Ну, это, по-моему, самое запоминающееся мероприятие. Вам завидовали многие девушки Северной Осетии. Ну, я как понял, вся Россия и там Казахстан, некоторые другие страны, очень много пабликов опубликовали, разные, начиная от Москвы, заканчивая там казахскими, там узбекскими и так далее. Я не думал, что это вот так выльется. И это было на самом деле круто, это был такой крутой юмор, это был где-то сарказм, это был в целом КВН, можно так сказать, КВН, это была игра, но мне понравилась простота каждого человека, который туда приезжал. Бурак Осчевит, Арнелла Мути. Я в жизни бы никогда не представил, когда я смотрел в детстве фильм с Челентано и Арнелла, никогда в жизни бы не поверил, что меня будет целовать самая такая крутая девушка. Самая красивая женщина планеты. Да, планеты. И когда я на нее смотрел, и она была на встрече, я не мог от нее оторвать глаз. Каждое ее движение, как она играла своими руками, волосами. То есть я на нее смотрел, я понимал, что в ней до сих пор осталась вот эта актриса, молодая суперзвезда.
И вот когда она меня обняла, честно признаюсь, меня в жизни так никто не обнимал, так круто. И так нежно она меня поцеловала. Запомнился. Да, то есть для меня это Поцелуй было Амурхана. очень приятно. И старшее поколение нашей республики, они все начали мне звонить, писать, ругаться, злиться, кто-то радоваться. Вот ты, гад, это моя мечта, туда-сюда. Один Ян Альбертович сколько мне по телефону высказался. Но были такие люди, которые, например, как Маргарита Симонян, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров. Там была прямая связь с нашими ребятами, которые сейчас на МКС, Международной космической станции. Много-много различных площадок. Одним словом, мы их все покорили, везде мы успели, и где-то мы оставались без завтрака, без обеда. Я не знаю, Это того стоило, мне кажется. Да, рано утром вставали, бежали пешком, там задыхались, но попадали к своей звезде, к своей мечте. Хочу отметить, что была возможность задавать вопросы, которые беспокоят не только тебя, а в целом регион, республику. У меня вот получилось очень тепло пообщаться с Голиковой, это заместитель председателя правительства нашей страны. Была встреча, озвучил ей вопросы, даже, признаюсь, и контактами обменялись. То есть настолько тепло мы с ней пообщались. Я никогда не думал, что такие люди, очень известные в нашей стране, могут быть такими простыми. Насколько я знаю, на форуме была свобода. Вы могли ходить туда, куда хотите, принимать участие в различных мастер-классах. Что вам, Аня, особо запомнилось? Мне особо запомнилось, как ни странно, самое мое первое впечатление — это очередь на аккредитацию. Мы стоим, там огромная очередь. И тут я думаю, а что просто стоять? И я говорю, давайте танцевать. Начинаю учить их танцевать. И тут повернулась и смотрю знакомое лицо. А вот этот Тайга, который японец, он наш подписчик, у меня шоу группа народного танца, и он на нас давно подписан, и я его тоже по инстаграму знала. Я так обернулась и так смотрю, я говорю, это же он. Подхожу к нему, я говорю, ты же из Японии. И он, да, и начинает мне петь «Тарка де Балаш». И я в шоке, я быстро телефон достаю, это видео везде, просто во всех наших пабликах. Это самое первое, вот что мне больше всего запомнилось, и мне прям так приятно было. Потом я не знала, что там будет выступать Михаил Гребенюк, это известный бизнес-тренер в России, и я давно хочу пригласить его к нам в Осетию, и он мне не отвечал постоянно в Инстаграме, понятно почему. Тут я смотрю, Михаил Гребенюк, я их запарила, я говорю, надо к нему. Короче, мы его нашли в первых рядах. Вот как Амурхан говорит, настолько все простые, все доступные, в голове нам кажется, что это невозможно, а они вот у тебя на ладони. Я его и пригласила, и подарила ему значок, там, лактазуар, объяснила ему, что это значит. В общем, каждая какая-то лекция, она по-своему была особенная. И мне вообще так классно, что я смогла там побывать, это, не знаю, незабываемо. И в этот момент, когда мы сидим у Гребенюка, Амурхан нам пишет, я с Мути целовался, а он же шутник. И я Ане говорю, опять он шутит, все. И раз он нам видео скидывает, где она его в щечку целует, мы там просто упали. Так что было желание поцеловаться, конечно, с Захаровой, но все-таки я сделал правильный выбор, Артем Мути. Но хочется сказать, что наша дипломатия и международные отношения в надежных руках, когда мы встречались и с Сергеем Лавровым, и с Захаровой, это невероятно мощные люди, очень грамотные, сильные духом. Вот мы были с Айной на встрече у Захаровой, и Анна тоже была. Это одна ее стойка, просто вот внешне на нее посмотреть, как она стоит. Вот ощущение было, что это какой-то генерал армии, только международных войск. И вы знаете, миссия этого фестиваля, несмотря на очень много хейта некоторых стран, миссия, она полностью выполнена. Народы, разные национальности, разные государства, они узнали о России, они поняли, что Россия – это государство, которое стремится к миру, Россия – это государство, которое всем радо. Вы знаете, когда была встреча с Путиным и
Владимир Владимирович выступает, и африканцы начали кричать «Россия, Россия». То есть они первые начали кричать. И мы все там были, мы так зарядились. То есть настолько иностранцы любят нашего президента, любят нашу страну. Они плакали, когда Владимир Владимирович вышел. Они просто плакали, не могли удержать слезы. Настолько они тепло относятся к нашему руководителю. Ну, во время встречи основной посыл, насколько я знаю Владимира Владимировича, это все-таки прозвучала фраза «начинаем будущее вместе». Да? Вот этот форум, после него что-то у вас изменилось? Людмила, такая уникальная возможность с важными людьми государства быть на расстоянии вытянутой руки бывает очень редко. Например, мы смогли с Амурханом пообщаться с Германом Грефом. Человек-глыба, который просто может очень многое сделать полезного и делает каждый день для нашего региона. С Кириенко, то же самое, мы с ним пообщались. Мне удалось пообщаться с первым заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут. Это моя тема, я обожаю аграриев, я пригласила ее в регион, она сказала, что в этом году обязательно приедет. Передала видеоприветы нашему министру и отметила важность его работы и важность того, что он делает и насколько это ценно для них. И вот мы старались максимально этим воспользоваться. Что касается обратной связи и то, насколько крепкие коммуникации мы завели, ребята просто писали смс-ки «Спасибо вашему президенту», если надо, я даже их могу показать. Теперь у нас появились какие-то новые интересные идеи, проекты. Кто-то зовет к себе в Индию, приглашает, там, посетить их храмы. Кого-то мы, наоборот, приглашаем к себе. Сейчас будет продолжение, региональная программа. И 20 ребят с разных стран мира приедут в Северную Осетию. В ближайшее время, да, если не ошибаюсь, буквально на буквально днях. через несколько дней. Да, они приедут, у них насыщенная программа, им покажут регионы. И что самое интересное, мы находились там, от того, что очень много людей, где-то были очереди, где-то, но ни одной какой-то конфликтной ситуации не возникало. Настолько много было добра, любви и понимания, как никогда в жизни, как ни в одном месте. И там просто исполнялись вот так на раз-два мечты и желания. Люди друг другу дарили все. Я раздарила все свои браслеты. Каждый точно так же дарил мне. Все обнимали друг друга. Пытались поддержать друг друга. Кто-то давал свой билет на закрытие, кто-то давал свой обед. Никто ни с кем не вредничал. Каждый учил другого танцевать, говорить. Мы учили, я на Занзибарском научилась говорить «мука-бука». Такуда, я тебя люблю. Они меня научили это говорить. Это была просто огромная концентрация любви, огромная концентрация добра, тепла. И важно, что наш президент в сегодняшнее время в России нашел возможность провести этот фестиваль. Нашел возможность создать абсолютно безопасные условия для всех приехавших в нашу страну. И это настолько ценно, настолько дорого. Мы его благодарили и благодарим еще раз. Спасибо большое за то, что он думает о молодежи, за то, что он находит в этом большом потоке забот, хлопот немного для нас, для того, чтобы мы могли пообщаться, для того, чтобы мы могли дружить. Аня, на ваш взгляд, почему это так важно? Я вообще не могу себе представить, чтобы я, допустим, по всем этим странам пропутешествовала в ближайшие там даже 10 лет. И раз возможность поехать туда, и вот все эти страны рядом с тобой, как Айна говорит, столько друзей мы обрели, столько знакомств, столько связей. И в этом для меня большая ценность, потому что, возможно, я сама себе бы не смогла позволить или очень много времени бы потратила на это, много лет, чтобы все это объездить, со всеми знакомиться, познавать их культуру. А здесь все раз, и за эту неделю столько всего мы получили, что просто я себе даже вообразить такого не могла. А это шествие, парад, это вообще отдельный вид искусства. Это, наверное, было самое яркое событие фестиваля. Вот вы со мной согласитесь. Когда все делегации, каждый со своими флагами, скандируют свое имя. Да. И они все кричат «I love you, Russia», «I love you, Putin». И это невозможно сделать, это невозможно, это искренне, это искренне идет из души. Каждый говорил мне, что «О, как здесь хорошо, как здесь безопасно, мы впервые здесь, мы не знали, что здесь так». Все друг друга поддерживали, это просто
огромное-огромное У нас еще сердце. была встреча с главой республики Сергеем Я Ивановичем вот хотела Меняйлом. как раз, да, перейти к этому. Насколько я знаю, площадку посетил и глава республики Сергей Иванович Меняйло. О чем говорили, а в каком направлении задавались вопросы? Была встреча с нашей делегацией. Нужно отметить, что из всех глав субъектов СКФО единственный, кто смог посетить мероприятие, это был Сергей Иванович. Была встреча с участниками и Южной Осетии, в том числе были представители других регионов СКФО. Каждый мог задать вопрос, который его беспокоит. Были абсолютно разные вопросы. Кто-то рассказывал о своих проектах, в том числе я озвучил проблему того, что в этом году мы не получили финансирование на проведение нашего форума «Без границ». И Сергей Иванович так быстро отреагировал, сказал, сколько денег надо. Я говорю, вот столько-то. Он говорит, все. Ну, проект очень важный. Я второй год посещаю его, и мне кажется, это такая уникальная возможность для людей с ограниченными возможностями выйти за рамки своей квартиры, пообщаться, Конечно. встретиться. Даже если учитывать наш фестиваль всемирной молодежи, да, то и инвалидов там тоже было достаточно, но, конечно, хотелось, чтобы было бы больше. И возможности на это тоже были, но, видать, ребята побоялись, испугались. Но как раз-таки наша площадка, она полностью направлена на ребят с ОВЗ, и это их свежий глоток воздуха. И каждый из ребят знает, что это такое, и вы были неоднократно, и ваши коллеги. И вот Сергей Иванович пообещал помочь реализовать этот проект. Были ребята, которые задавали вопросы тоже актуальные, он тоже их поддержал. Были вопросы абсолютно разные, но мы благодарны, что есть возможность встретиться, есть возможность поднять любую проблему и ее решить. Я бы хотела еще дополнить, что глава нашего региона участвовал в панельной дискуссии. На этой панельной дискуссии он достаточно ярко высказывался и просто срывал овации всех участников. И еще, если можно, я хотел бы поблагодарить Валерия Батразовича Абиева. Вы знаете, вот мы его так все любим. Это человек невероятный, который организовал на фестивале целый праздник. Каждый человек смог вкусить нашу культуру, я не знаю, в прямом смысле. И астинские пироги, и астинский сыр и так далее, и так далее. Огромная ему благодарность. Это не первое мероприятие и на ВДНХ в День Республики. И здесь везде он такое тепло создает, вот эта энергетика. Не знаю, он как сам ходячий фестиваль всемирный. Людмила, помимо этого с нами еще была творческая делегация. Активности проходили разные, постоянно где-то что-то происходило. И концерты происходили практически круглосуточно. Вот так один из концертов дала наша делегация. Они выступили в танцевальном направлении. Поехал ансамбль «Асмунд» на фестиваль. И трио «Арт-трио», вокалисты пели на астинском языке. И это смотреть нужно было просто со слезами на глазах, как китайки, японки, мексиканцы заслушиваются осетинскими нашими мужчинами, как они красиво поют. И они тоже произвели фурор, собрали овации, все хотели с ними сфотографироваться. Да, элементарно, пока мы в поезде направлялись на фестиваль, все работники РЖД всего поезда, они подходили к нам, благодарили, мы для них целые концерты там устраивали. Ребята прям с душой. Большая была, 90 человек Северная Осетия, 120 Южная Осетия. И я еще что хочу озвучить. Так было приятно видеть астинский флаг среди участников стран, участниц стран фестиваля. Но это особо гордость, Потому конечно. что мы как субъект с Российской Федерации, естественно, наш флаг там российский, наш родной, но было приятно видеть наш астинский флаг как участница фестиваля. И хочется отметить, что ребята из Южной Осетии очень круто подготовились, они молодцы. Все вот такое ощущение было, что вот прям отбирали очень достойные ребята. Я вот хочу поблагодарить от всех нас, северян, Южную Осетию, за то, что мы вместе там смогли очень много организовать и показать нашу
единую Испытать Осетию. особую гордость. Один с Да. чем чего стоил? Сколько пар у нас Да. было? 40? Ну, где-то Да, 40. где-то так. 40 Да, пар да. щимт на главной площади. Огромный флаг, я не знаю, как 9-этажный дом мы там. 15 метров, да, по-моему, флаг? Ну, да. Дул ветер, мне казалось, что нас сейчас несет, но мы все равно станцевали. Собрались все вокруг нас, смотрели. Даже те, кто не умеет танцевать, пытались танцевать вместе с нами. Это И очень важно, вот мы приехали из фестиваля, энергия есть, мы не знаем, куда ее деть, мы привыкли к этому Точно. режиму, что-то хочется Ну, я делать. чувствую. То есть Я чувствую. кругозор же расширяется, и видишь другие проекты, видишь людей, что они делают, и ты хочешь это здесь, в Осетии, реализовать. И самое главное для нас сейчас не растерять вот эту силу, энергию, вложить ее в правильное вот русло. И вот у нас есть некоторые идеи, мы обязательно их реализуем. Несколько насыщенных дней. Хочется спросить, знаете, о чем? Я больше чем уверена, что были разные ситуации. Самые запоминающиеся истории, я знаю, Айна, у тебя произошло, расскажи. Мне кажется, фестиваль тебе запомнится надолго. Фестиваль мне явно запомнится надолго, потому что мой поезд уехал. Я должна была уехать раньше основной делегации, но встреча с нашим главой Сергеем Ивановичем Миняйлом оказалась ключевой. И если выбирать между поездом домой или все-таки встречей с главой, я выбрала встречу с главой. Но я вам хочу сказать, что именно там происходили чудеса. Волшебным образом у меня появилась возможность где ночевать, волшебным образом складывались обстоятельства так, что все, как будто Вселенная меня любит и любит сердцами, душами тех людей. Билеты. Тех людей, которые рядом со мной. И дома вроде бы все гладко получилось. И обратный билет появился. И это для меня просто нестандартная ситуация, в которой можно было по-разному среагировать. Но я поблагодарила Вселенную за то, что она мне дала возможность еще побыть в этом месте и максимальную пользу принести своему региону. Потому что именно в эти дни я смогла пообщаться с Виннер, спросить ее о том, как правильно направлять свои ресурсы. Она дала очень интересный ответ на это. Смогли мы пообщаться с Захаровой, с тем же Германом Грефом. Мы подарили ему панамку от нашего региона. Он очень с юмором к этому тоже отнесся. И все вот это мне удалось благодаря тому, что я выкроила. Подожди, ты самое главное не сказала. Когда она опоздала на свой поезд, первым делом мы встретились с очень хорошим человеком, Константин Дзеранов, житель Сочи. Он пригласил всю делегацию покататься на яхтах. Он несколько яхт организовал, то есть сам своими силами. Вся делегация приехала, там столы накрыл, все. То есть мы его не знали. Но такое тепло и уважение он проявил. Ему огромное спасибо. Также Анатолий Дианозович, мне кажется, Маргиев. поездка в Сочи любой Да. делегации из Северной Осетии не проходит без него. Большой вам привет Да, мы очень тоже и хотели благодарность. его поблагодарить. Это человек невероятный. И вот просто осетины, которые живут в Сочи, они тоже вошли в этот фестиваль. И вот все сделали масштабно не только на самом фестивале, но и вообще по всему берегу. Амурхан меня опередил, я хотела рассказать тоже про Константина. Он мне написал в социальных сетях после того, как наше видео с японцем увидел, где он пел осетинскую песню. Пригласил нас, то есть мы друг друга не знали. И Амурхан мне говорит: Аня, как ты не боишься, ну незнакомый? Я говорю: что бояться, он же наш. И поехали, все так прекрасно Сдала прошло. Да, сдала тебя. Вот. Я еще что хочу отметить, мы учились не только вот друг у друга из разных делегаций у ребят, но я также училась и у наших ребят, вот и у Айны, и у Амурхана. Мы такая великолепная троица у нас получилась. У Айны училась ничего не бояться, не стесняться. Вот мне кажется, у Айны вообще нет никаких ограничений в голове. Она вот идет к своей цели, и ей все равно, кто что подумает, кто что скажет. И я смотрела с таким восхищением, и вот что-то от нее переняла в этот момент. Мне очень приятно вот с такими людьми находиться, и даже сейчас, и то, что мы так подружились, для меня это такая большая ценность. То есть мы это привезли с собой, вот сейчас мы вместе. Сегодня у Амурхана день рождения, будем праздновать. Поздравляем Спасибо тебя, Амурхан. большое. Поздравляем Спасибо. еще раз. А Амурхан — это вообще
все видели. Амурхан Он был стал просто амбассадором. звездой абсолютно Да. не только нашей делегации, всего фестиваля. Он мог зайти в те помещения, в которые люди стояли очередями часами с утра. Он просто как будто был поцелованный Всевышним в этот момент. Он мог абсолютно все. Он заходил... Без границ. Без У границ. него не было границ абсолютно никаких. Уже люди юморили, девушки боялись к нему подходить, говорили ему, что «Ой, ты женат». Другие ребята над ним шутили. Кто-то у него пытался выкупить его свитшот, которым он обнимался с Бураком. Он просто Амур. Но фестиваль мог потерять свою звезду, свою душу, потому что у Амурхана изначально, перед тем, как попасть на фестиваль, все участники сдавали ПЦР-тесты. И после того, как нам приходили ответы, нам уже выдавали бейджи. И у Амурхана оказался положительный ПЦР-тест. Как же вы вышли из ситуации, Амурхан? Вы знаете, я получил положительный ПЦР-тест, и я думал, вот философия моей жизни, я думаю, каждого из нас, Людмила, вы тоже в жизни много чего видели, каждый из нас. Вот должна быть какая-то сложность, какое-то переживание, волнение, и может быть даже слезы, чтобы у человека что-то получилось. То есть реально я, без скромности, да, я скажу, или со скромностью, как хотите, но я себя там чувствовал сам звездой уже на фестивале. Но дело в том, что перед этим я мог вообще не попасть на фестиваль. И я очень переволновался, но я собрался, и несмотря ни на что, я сдал еще раз 3 ПЦР-теста. Но перед этим я поехал на самокате в Роспотребнадзор, оттуда в поликлинику города, 2-я поликлиника города Адлера. Я везде там поднял скандал, шум, я говорю, что мне неплохо. И таких, как я, было, к сожалению, немало, кого ошибочно показал. Бывает такой процент, это нормально из стольких тысяч людей. И должна быть какая-то сложность. И я себе дал слово, ни за что я выложусь на все 1 000 000%, я отомщу за свои переживания. Я думаю, что у вас получилось это, Амурхан. Спасибо. Подводя итоги форума, Айна. Это очень важно. Я хочу, чтобы каждый, когда видит какую-то возможность, чтобы он ей пользовался максимально и еще помнил, что он сосед, и что он несет в себе частичку нашего триколора, частичку нашего сердца кавказского, и чтобы мы могли донести до каждого, что Осетия — это уютно, тепло, хорошо, здесь безопасно, и мы вас любим. Я что могу сказать? Хотел бы поблагодарить нашу делегацию, и сейчас здесь сидят одни из самые активные девушки. Вы знаете, они создавали такой прекрасный праздник на фестивале, фон. То есть, я просто хотел бы сказать вам огромное спасибо. Реально люди дарили счастье, дарили энергию. Несмотря на то, что, например, у нее там очень болели зубы, там воспалилась десна, Айна там, вещи все уехали во Владикавказ, не знала, что оденет завтра, думали. Несмотря на все сложности, мы были на позитиве. И очень важно на таких мероприятиях максимально представить свой регион. И благодаря этим прекрасным 2 девушкам наша Осетия там была номер 1. Но я думаю, что и другие члены делегации внесли свою лепту в это. Однозначно. Все, самые крутые, мощные, активные, они сидят здесь. Но просто вы представляете, Амурхана уже знал все делегации, все просто знали. Нам просто в лучах его славы ходить и греться было очень удобно. Можно еще маленькую историю расскажу. Мы познакомились с парнем, у него была такая красивая мексиканская шляпа, мексиканец он был, сидел с нами рядом, обедал. Мы ему предложили научить его танцевать. Он согласился, он нас научил танцевать мексиканские танцы, мы научили его танцевать лезгинку нашу. И у нас таких опытов было несколько. Дальше мы опять с кем-то знакомимся и общаемся, и познакомились с африканцем, с Уганды, по-моему, парень был тоже, и он тоже записал «Привет для Осетии». Максимум у таких ребят записали человек 20-30. И эти 2 парня, и мексиканец, и парень с Уганды, оказались в встрече с главой нашего государства.
И оба общались с президентом. И мне кажется, это тепло сердец, когда мы друг друга любим, мы друг друга насыщаем. Это вот так смогло помочь им, как ракетам выстрелить и пообщаться с И главой. один из них стал африканским сыном Путина. Он попросился Да. у Путина, сказал, можно я буду И вашим это все африканским опять-таки сыном?» мы чувствовали всех этих сильных людей, мы вот так собирались. И видите, энергия – это мощь. Анечка, подводим ваши итоги. У меня так коротко, прям тезисы будут. Благодарность, огромная благодарность, энергия мощная и никаких ограничений. Вот это мои выводы с форума. Я вас благодарю за то, что сегодня нашли время, пришли к нам в студию. Честно говоря, я сама соприкоснулась с этой мощной энергией, потому что вы реально заряжены. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.